день, дорогие друзья! Сегодня к Пейсаху мы вам подготовили потрясающий подарок. Я сама даже не ожидала, что так удачно все получится. Подарок в виде двух прекрасных исполнителей, которые вы только что видели и слышали, и услышите сегодня и в эту субботу в гостиной Davidson Radio 4 апреля в 7 вечера Псой Короленко и Полина Шеперд дадут исключительный, совершенно уникальный концерт, потому что Полина специально прилетает ради этого концерта из Лондона, где она живет. Псой специально приезжает из Нью-Джерси, и вместе они будут исполнять свою знаменитую, правда, сейчас немножко уже обогащенную программу под названием «Странники». Те, кто хоть когда-нибудь был на одном из их концертов или хотя бы на одном из концертов Псоя Короленко, знают, что это всегда совершенно особый экспириенс, что это интересное очень сочетание идыша, русского языка, юмора, ностальгии, большой музыкальности, хотя Псой, в общем-то, не профессиональный музыкант, но он поэт в первую очередь. Он сегодня у меня в гостях. И не удивляйтесь, если я буду его называть Пашей, потому что это его имя в свидетельстве о рождении. Павел. А Псой – это замечательный совершенно псевдоним, который очень хорошо отражает его настроение и его отношение к миру, по-моему, да? В свое время добрый день, доброе утро. Доброе утро, Майя. Давайте мы для начала все-таки скажем, откуда родился этот псевдоним. Это связано с моей филологической работой. По образованию я филолог-литературовед, и моей темой как дипломной работы, так потом и кандидатской диссертации был очень важный для меня и любимый писатель Владимир Галактионович Короленко, который в одном из писем шутил однажды на предмет семейного обычая называть всех детей по святцам, что иногда приводило к довольно-таки замысловатым именам. Галактионович, отца звали Галактион, брат Иларион. И вот он брату Илариону пишет, что «родись я в день святого Псоя, быть бы мне Псоем Короленко». А я занимался Короленко плотно. Мой учитель, руководитель диссертации Николай Иванович Либан, повелел прочитать всего Короленко от корки до корки, включая мемуарную и эпистолярную литературу. Вот и почему вы наткнулись на Псоя. Я вперился в это имя Псой Короленко и думал, что это хорошее название. Ну, по крайней мере, про рок-группу какую-нибудь интересную. Абсолютно. А может быть, даже в итоге стало моим индивидуальным сценическим именем. Слово псевдоним не люблю, потому что какое-то псевдо, что-то моим сценическим именем. Сценическое имя, да. И весь мир знает теперь Псоя Короленко. Но у нас есть еще один гость. Полина Шеперд. Те, кто видели мои программы, знают, что и Псой, Паша, и Полина в разное время, еще не будучи дуэтом, были гостями моей программы. Но прошло много лет. Полиночка, вы живете по-прежнему в Британии. Во-первых, очень рада вас видеть, очень рада была слышать ваши новые записи, ваши новые выступления. Как вам вообще живется в Британии сейчас? Майя, здравствуйте. Во-первых, очень рада вас видеть. Памятное интервью, которое мы у вас давали с директором еврейского театра, идишского театра в 2015 году, до сих пор у меня вот в памяти, как мы к вам ездили. 11 лет. Да. Живется, вы знаете, хорошо, интересно, творчество помогает, спасает, и езжу по странам, в том числе вот с Пашей, с Псоем мы ездим, и с другими проектами. Когда вы сошлись, когда вы встретились как дуэт, когда вы решили вместе выступать, и почему? У вас было много партнеров? Паш, помогай. Ну, встретились-то мы давно еще в Санкт-Петербурге, а вот именно дуэтом мы спели
чуть ли не в том же самом знаменательном 15-м году, по-моему, вот первый Впервые раз, в Паш, правильно? 2015 году мы спели дуэтом, а когда оформилась программа «Застранники», год спустя она оформилась, и был первый тур. Получается, что 10 лет существует программа, и уже 11 лет мы поем периодически, регулярно вместе. А знакомы мы, можно сказать, с начала века сего, с 2002, может быть, года на Санкт-Петербургском Клесфесте мы познакомились. И у нас много общих близких друзей и коллег по проектам очень таким дорогим, душевно и творчески каждому из нас. И рано или поздно мы должны были, конечно, и вместе И придумать вместе что-то. начать петь. Да. Конечно. А что каждого из вас привело к клезмерской музыке, к идышу? Потому что, будучи филологом в бывшем, ну, еще в бывшем Советском Союзе или в 90-е годы, я не думаю, что вас там преподавали идыш или преподавали. В 90-е годы уже начали преподавать идыш в РГГУ. Ага. В 90-е уже начали преподавать идыш. Там была очень интенсивная академическая программа по еврейским языкам и культуре, как раз в середине и в конце 90-х. Из этой программы вышла, кстати, и моя нынешняя коллега по другому очень важному для меня проекту «Идиш Глори», историк Анна Штерншес. И, в общем, эти, так сказать, дороги и тропинки, стежки, дорожки, как мы с Полиной поем, они проходят вот уже десятилетия, они идут, плутают и встречаются. Но я, конечно, на эту программу не ходил, я учился в МГУ. В МГУ тогда идиш не преподавали, поэтому я скорее могу вспомнить ошеломляющий эффект, который в детстве произвели на меня песни на идише, на магнитофонных этих пленочках в исполнении сестер Берри. Вот Они так. просто напоминали мне Шаинского, других детских советских композиторов, Абсолютно. но при этом еще куда-то вели в какие-то другие Неизвестные интересные сферы. неизвестные. А в семье дедушки, бабушки не говорили на идыше? Не было? Бабушка, папина мама говорила на идыше. Они с дедушкой, папиным папой, познакомились вообще в гражданскую войну в детдоме в Полтаве. Там все говорили практически только на идыше. Да. Конечно, конечно. Полиночка, а как у вас с идышем история ваша, идышистская история? Вы знаете, у меня как раз входная точка была не через идиш как язык, а через клезмерскую музыку. Ну да, Я вы же училась в музыкант. Да, я училась в Казанском музыкальном училище на теории, на факультете теории истории музыки. И заодно играла на фортепиано как мой второй инструмент, там концерты Шумана, все очень серьезно было. И вот пошла я в 17 лет на концерт нашего клезмерского ансамбля местного. Мне просто посчастливилось жить в Казани, где вот один из, Первый. по-моему, он был первый, либо вот один из двух клезмерских ансамблей на территории России. Был еще один в Самаре, Алия ансамбль, и наш ансамбль Симха. И я пошла на музыку, услышала музыку, влюбилась совершенно в этот вот драйв на сцене. Мне казалось все очень просто, почему они играют октавами и не аранжируют музыку как следует. То есть я фольклорного элемента как раз-таки сначала не поняла, но драйв и абсолютная радость чего-то такого вот неожиданного, другого меня очень сильно привлекал. Ну и уже с 18 лет я уже вступила в этот ансамбль, начала с ними гастролировать. Меня к этому тянуло. Вот. И вы продолжаете это делать в Англии, я так понимаю. А куда ж деваться? Это моя душа, это моя жизнь. И в классику меня как-то так вот не совсем... Я люблю очень классическую музыку, это мой дом, из которого я выросла. Так же, как и русские романсы, народные песни. Ну, и который дал вам замечательную технику, вы прекрасно себя аккомпанируете, Да. и вообще, и музыкальная Да. культура, ее, как говорится, не забудешь и в карман не спрячешь. Это Да. навсегда. Абсолютно верно. Но при этом свобода и открытость, и международность, интернациональность идишской музыки, клезмерской музыки меня очень привлекала тогда и привлекает сейчас. Это замечательный комьюнити, между прочим, еще. Вот Паша говорит, что мы все друг друга знаем, и вместе друг с другом играем. Это правда. Да. И вот этот вот открытый, замечательный и язык элемент, он, конечно, идыш – это интернациональный язык. Мне Абсолютно. когда-то давно говорили, куда бы ты ни приехала, если ты знаешь 3 слова на идыше, ты найдешь дорогу. Абсолютно. Дай бог, чтобы так оно продолжалось и дальше. Но я хотела вас спросить обоих еще о том, что у вас, ведь вы поете в вашей программе, и в «Странниках», и в «Штетле», и в любых других программах, вы поете еще и песни
на русском языке, а иногда одна и та же песня и на идыше, и на русском, и как это все, и я думаю, что и Паша, он пишет и стихи, и тексты на русском языке, и на идыше. Как это получается? Идея проекта принадлежала Полине. Она придумала то, что темы должны быть скреплены, сцементированы, объединены такой важной метафорой, если угодно, символом, как дорога, путь, странствие. Да, поэтому называется «Странники». И можно сказать так, что мы обращаемся к репертуару и к наследию как русских, так и еврейских, писавших на идыше, иногда евреев, писавших на русский, тоже с еврейской идентичностью. Иногда это часто авторы, принадлежащие к обеим культурам, находящиеся на стыке русской и еврейской культуры XIX и XX века. То есть это разговор еврейской и русской культур XX и XIX веков, авангарда и классики, фольклора и высокой поэзии, потому что в эти два века, особенно в конце XIX и на протяжении всего XX, это такой мощный взрыв, да, и еврейской культуры, и в общем русской культуры, две реки, да. как струя Арагви и Куры, они так плетутся, обнимаются, и мы видим это в песнях. И, в общем-то, у нас своих оригинальных текстов не так много. Есть Полинина песня «Дороженька» в русском фольклорном стиле написанная. И есть некоторые частичные переводы такого рода минимальные. Некоторые куплеты только в песнях так добавляются, скажем, на русском языке, иногда по-английски. Но в основном мы поем в этой программе песни других авторов. А музыка вот Полинина, может быть, она скорее про эти песни бы с музыкальной стороны бы рассказала. Окей, Полина. Ой, ну сколько же у нас авторских песен? Я думаю, ну, наверное, штуки 4-то наберется. Да. Да, вот штуки 4 наберется, и при этом не всегда можно сказать, где авторская, где народная, где чужих авторов, других и так далее. Там все переплетается, и авторская, ну да, это интонации, которые, в общем, странствуют, так же, как ваши. Абсолютно верно. И причем они стыкуются музыкально, не всегда как бы стилистически. Они из разных стилей, но при этом стычка и очень интересно появляются, такие очень стыки интересные. Там тональность, тон, способ звукоизвлечения вокального даже. Да, и мы это слышим. И я хочу сейчас просто проиллюстрировать это еще одним вашим дуэтом под названием «Шум в лесу». Что это за песня такая? Ой, Полин. Это две песни. Это две песни. Там две вместе, да. Так, рассказывайте. Ну, я расскажу про «Шум в лесу». Это нигун, известный как Демшполер Зейденс нигун, нигун Рэб Зейда из шполы, Ария Лейба из шполы, это хасидский нигун, а «Шум в лесу», отец ищет детей, а дети... Нигун, чтобы вы знали, это мелодия, классическая мелодия. Классическая мелодия, часто без слов, но иногда минимальное количество слов. Это может быть цитата из Священного Писания или из какой-то религиозно значимой поэзии. Минимально. В данном случае это такая метафора, аллегория. Отец зовет, кличет детей. Дети не могут из леса к нему выйти, потому что стражник стоит на пути. Поется, как и многие такие нигуны, родившиеся в Украине, они поются на украинском, иногда это суржик, Украина, русско-белорусский, такой общеславянский идыш еще, и также и лошенкойдыш, древнееврейский. Древнееврейский, вау! А почему вы сказали, что две? Вот вы про «Шум в лесу» рассказали, а второе? А мы совмещаем ее с песней на идиш, композитор Майкл Гелбарт и стихотворение Хирша Розенблата, по-моему. Да, оба они важные представители современной второй половины 20 века, калифорнийской, как интересно. вест-коустовской. Давайте послушаем. Эта запись была сделана тоже во время ваших выступлений, но не вчера. Поехали.
знаете, когда я вас слушаю, я поражаюсь, как удачно у вас сочетаются голоса, тембры голосов. Вам приходилось приспосабливаться или так получилось? Полина, как музыкант, может ответить. Вы знаете, я думаю, что так получилось. Я думаю, что настройка была на более каком-то глубоком уровне. И вот мы хотели, наверное, выразить одни и те же эмоции. Я серьезно в это верю, потому что, естественно, можно заниматься вокалом и об этом говорить, и там смотреть, как вот звук туда или сюда. Мы, да, об этом говорили таки. Но, мне кажется, в основном оно получилось натурально, потому что у нас посыл был один и тот же. Да. Вот. Вы сказали, что у вас еще несколько таких двойных песен. Это Да, у нас вот это интересная такая, можно сказать, фича в этом проекте. особенность этого проекта. Мы поем некоторые песни одновременно. Иногда это более традиционная форма попурри, когда мы поем эти песни, Ну да, одно перетекает в другое. Но в некоторых случаях мы поем полифонически, так же, как сейчас, вы слышали, в какие-то моменты эти песни две встречаются. Во второй половине они встретятся и будут петь одновременно. «Шум в лесу» и «Вандер и Хелейн», «Странствую один». Это, собственно, как раз это песня, которая очень рифмуется с темой нашей программы. «Вандер и Хелейн», «Я странствую один» или «одна». Вот. Ее поет Полина, я пою «Шум в лесу». И также есть вот еще один пример, который можно считать очень хорошим случаем, когда, скажем так, вольнолюбивая, свободолюбивая, нонконформистская поэзия, имеющая свою богатую традицию как в XIX веке, как в классике на славянских языках, так и на идише, на территории исторического Идишланда, они друг с другом говорят, но при этом век XX и век XIX встречаются сегодня в 21-м. Что это за... А также русский язык и язык идиш. Что это за пример? Одна песня – это опять же нигун, хотя сначала он не был нигуном. Как нигун его пел в 80-е годы Ребгече Виленский, один из таких, можно сказать, культовых андеграундных фигур религиозного ренессанса еврейского в Москве. Он ее пел очень, как очень длинный такой нигун от начала и до конца. Это вообще-то, в принципе, исторически это длинная поэма. И поэма, скорее, в таком, может быть, некрасовском стиле. Ее написал поэт. Эпическая такая, да, поэма, такой Гомер. Да, еврейский Гомер. Эзоп, может быть, немножко Эзоп, потому что это аллегорическая вещь. Ее написал Семен Фруг, поэт конца XIX века, скажем так, нациновского спектра, некрасовского спектра поэт. Он много писал по-русски и, может быть, даже придавал значение больше своей русскоязычной поэзии. У него есть такое, в частности, интересное двустишие: «Два достояния дала мне судьба, волю к свободе и долю раба». А вот так. А я думала, что он имел в виду два достояния: русский язык и идиш. Вот. Может быть, на Песах это звучит как интересный мидраш по теме выхода из рабства. Да. Можно сказать, неожиданно так получилось, серендипити такой. Да. Так вот, Семен Фруг, он писал также и на идыше. И у него есть такая поэма «Две тройки», «Цвей тройкес». Это поэма-аллегория. Сначала изображается, как тройка, помещики, бари катаются, наслаждаются красивой, роскошной аристократической тройкой. А потом мы видим такую бедную, несчастную клячу, на которой едет Исролик, и он едет, падает, встает. И это оказалось тройкой из трех добродетелей. Чува, тфила, цдока. То есть подаяние, милостыня, молитва и покаяние. И вот, конечно, он больше революционный поэт, у него это скорее социальная тема про богатых и бедных. Но это тема вечная, но она и как-то хорошо легла на жанр нигуна, и этот позднейший, ее потом и положили на музыку. Есть такой композитор Хенри Руссотто, в 10-х, 20-х годах он был, это псевдоним, опять же, Хайм Несвижский. Он написал много очень песен на тексты идишских поэтов и также работал с фольклором, с фольклорными стилизациями, с фольклорными аранжировками в стиле эстрадной песни в Америке. И он написал песню на эти стихи «Две тройки». Она
пелась многими певцами эстрадными, а также канторами. И вот в итоге она стала таким вот нигуном в какой-то момент. Ее пою ее акапелла, ориентируясь на запись от Ребгеча Веленского, которую в Ютьюбе мне в свое время друзья показали. А Полина поет. Песню «Дороженька» на стихи Шмуила Галкина, очень важного советского поэта, писавшего на идише, одного из крупнейших советских поэтов, писавших вообще на каком-либо языке. И этот поэт, он был арестован вместе с теми поэтами, классиками идишскими, которые погибли, но он выжил, он как-то вот болел в заключении, он не был расстрелян, он выжил и стихи, написанные в лагере, собрал как сборник «Лидер фунд фикс он лагерн», песни лагеря и тюрьмы, и этот сборник вышел, соответственно, на идише, и книжка вышла в Израиле, и там есть и это стихотворение «Дороженька», оно тоже там написано еврейскими буквами, но на русском языке. Он написал ее в тюрьме на русском языке, в отличие от Фруга, такой зеркальный момент, а тут, наоборот, еврейский поэт написал по-русски, написал в тюрьме. По легенде он написал это в тюрьме, чтобы доказать сокамерникам, что он поэт. Может быть легенда, но написано в тюрьме, это исторический факт. Доказал, да. У Александра Дулова, советского известного барда, поэта, есть песня на эти стихи. Но Полина поет свою песню на эти же стихи, а я пою про тройку. Очень интересно. Друзья, кстати, напоминаю, 4 апреля это будет совершенно уникальный концерт, в котором Псой Короленко и Полина Шеперд, мои сегодняшние гости, будут, это фактически в ближайшее время один единственный их совместный концерт. И это будет в гостиной Davidson Radio на 2-м этаже 2508 Coney Island Avenue, для тех, кто забыл, между V и W авеню в Бруклине. Приезжайте, где бы вы ни жили, откуда вы не смотрите это все, приезжайте, потому что это будет уникальное событие. И когда вы мне все это рассказываете, я думаю о том, что вы во время этого концерта, с одной стороны, столько прекрасной музыки, такие замечательные песни, жалко тратить время на разговоры. С другой стороны, вы такой кладезь знаний об еврейской культуре, о культуре идыша, о культуре, вообще о русской филологии, кстати, тоже. Вы включаете какие-то вот такие, такого типа отступления в свои программы? Мы назовем это не отступлениями, комментариями. Комментариями. Наверное, в конечном счете это такая расширенная форма конферанса. Мы не читаем лекцию. Мы просто рассказываем, откуда взялась эта песня, что было с этими людьми, почему они написали эту песню, почему Галкин написал в тюрьме «Есть дороженька одна от порога до окна, от окна и до порога, вот и вся моя дорога». Это без контекста это будет непонятно, особенно если на двух языках, на идыше, кто-то его не знает, кто-то не знает русский. Мы часто поем для аудитории, которая русский язык не знает, и тогда для них оба языка, а часто для некоторых аудиторий даже русский больше, чем идиш, является языком бабушки. Да. И такое бывает. Вопрос к Полине, как к музыканту. Вот когда я слушала «Шум в лесу», и я сказала даже: батюшки, это прямо Шуман. То есть вы делаете музыкальные аранжировки? Ну, мы вместе, конечно, с Пашей обсуждаем аранжировки. Естественно, Passion Research, исследование гораздо более весомое в смысле текстов и истории. Конечно. И поэтов. Вот, моя скромная доля здесь предложить какую-то там где-то тональность поменять, где-то какие-то пианистические вставки сделать. И предложение... Мы вместе работаем, знаете, вместе, конечно. Да. Естественно, я играю, когда я компонирую, у меня нот никаких нет, я играю по слуху, и каждый раз получается по-другому, и в этом тоже есть определенный интерес. В этом есть очень много интересного и радостного. Друзья, прежде чем уйти на рекламную паузу, давайте все-таки послушаем еще коротенькое одно выступление. И тут я должна быстро спросить, сольные у вас есть какие-то номера в этих программах? Или это только вот у нас сегодня будет? Да, у нас есть, по крайней мере, 2 сольных номера, да? Один твой, один мой, да, Полин? Вот абсолютно сольный, да, это абсолютно в центре сольный, сцены либо Паша, либо я. Вот какие будут сольные номера, мы пока не знаем, а я выбрала песенку под веселым названием «Будущего нет». Но те, кто знает стиль Псоя Короленко, поймут, что там
так сказать, не так все просто. О, это я сам написал. Да, ну вот, тем более. Поехали. Не побежу и никого не побежду, наверняка я не убедю, не убежу и никого не убежду, судьба такая. Но почему? Кто даст ответ? Конечно, потому что будущего нет. Так говорят лингвисты, будущего нет. Хоть тыквой подависты, будущего нет. Все дело в форме слова, нет падежа такого. А если слова нет, тогда и дела нет. Вот потому-то, Женя, предвидя поражение, я не могу предугадать своих побед. Не только лишь телесных, всегда всем интересных, но и словесных, даже если это бред. Ведь всем известно то, что будущего нет. Один кунак не мог никак расстроить брак моих друзей из Ашхабада. Хотите вновь сыскать любовь? Они в ответ: спасибо, нет, старик, не надо. Но почему? Спросил Ахмед. Пришлось сказать ему, что будущего нет. Сказали с ощущений: будущего нет. У наших отношений будущего нет. Зачем оно нам нужно? У нас и так все дружно. Мы не дрались уже, должно быть, 30 лет. У нас есть дети, внуки. Зачем нам эти штуки? Давай-ка лучше заходи к нам на обед. Съешь нашу кисадилю и попу крокодилю. Она ништяк идет под рислинг-кабинет. А тогда, в общем, как бы будущего нет. Спасибо, друзья. Уходим на рекламную паузу, после которой продолжим нашу очень интересную беседу с Псоем Короленко и Полиной Шеперд. Не уходите. Компания Elite Kitchen and Bath. Мы верим, что ваш дом должен отражать ваш уникальный вкус и стиль. Мы специализируемся на дизайне кухон и ванных комнат высокого класса и уделяем особое внимание деталям. В Elite Kitchen and Bath каждый проект выполняется по самым высоким стандартам. Наша экспертная команда дизайнеров и подрядчиков прилагает все усилия для создания дома, который будет по-настоящему вашим. От элегантных кухон до роскошных ванных комнат. Посетите наш шоурум в Манхэттене на Лонг-Айленде или позвоните по телефону 516-365-0535. Давайте вместе воплотим дом вашей мечты в жизнь. Виват, король, виват, виват, король, покоя ты не знал. Без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял. Меня опустела без тебя земля. Легендарная Тамара Гвердсители снова в Америке. Лучшая, любимая, наша. Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Реабилитационный центр «Сикрест» восстановит ваше здоровье, поставит на ноги и быстро вернет к активной жизни. Высокоточная диагностика, современное лечение, телемедицина, команда профессионалов, комфортное проживание и круглосуточный уход. Я провела 3 года в центре и хочу сказать спасибо. Мне не только здесь восстановили здоровье, но и подняли мой дух. Реабилитационный центр «Сикрест» согревает сердце, возвращает к жизни. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу, на ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
Еще раз добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня два замечательных гостя. Псой Короленко сидит рядом со мной в студии. Спасибо огромное, что вы так приехали к нам ни свет ни заря. И Полина Шеперд разговаривает с нами по Зуму из Великобритании. Но не думайте, что они не будут вместе выступать. 4 апреля они приезжают, Полина приезжает на один единственный концерт. И это будет в Дэвидсон радио в гостиной на 2-м этаже нашего здания 2508 Кони-Айленд Эвеню. Обязательно приходите, в 7 вечера начинается концерт. Мне кажется, что билеты можно купить еще и на театр.com. Потому что это должно быть совершенно уникальное событие. Они исполняют свою очень популярную программу «Странники», которая шлифуется на протяжении уже последних 10 лет. И каждый раз добавляются новые песни, новые аранжировки. Что-то уходит, что-то приходит. Как и рассказал нам Павел в первой части нашей программы, все песни сопровождаются, или многие из них, комментариями, потому что кое-что надо объяснять. Песни на идыше, на русском, иногда с вкраплениями иврита, иногда с вкраплениями и английского языка. Но понятное дело, что в связи с аудиторией что-то меняется. Но у нас еще очень много вопросов. Один из них связан с тем, что вы поняли уже, что Павел совершенно невероятный знаток еврейской культуры, еврейской музыки, и он преподает. Что это за программа в Дартмунте? Это очень известный престижный колледж, и там есть отделение или программа, изучающая еврейскую культуру? Да, там есть Jewish Studies Program. Вау. Там есть Jewish Studies Program. И в последние годы я осенью, в сентябре, октябре и ноябре читаю там курс «Еврейский фольклор». Как интересно. Это обзорный, вводный курс для студентов, которые, может быть, впервые слышали об этих материях. Им все интересно. В этом курсе много творческого и игрового элемента. И вы поете? Безусловно. Мы проводим этот курс совместно с Мишей Гроносом, Михаилом Гроносом, который является профессором в Дартмутском университете много-много лет. Он представляет в этом курсе скорее общеакадемическую фольклористическую улицу, я скорее еврейскую и артистическую. Мы оба читаем лекции, рассказываем, но я еще и пою, а иногда приходится и сплясать. Замечательно. Я думаю, что они абсолютно счастливы от того. Но вот раз вы занимаетесь еврейским фольклором, вот Полина тут говорила о том, какой драйв в клезмерской музыке есть всегда. Мы знаем, что в нем сохранились еще вот эта мелизматика древнееврейской молитвы. Я понимаю, что это тема на много лекций, но все-таки какие ключевые моменты в еврейском фольклоре для вас, вот какие-то самые главные и самые такие, которые века переживут? Многоязычность. То есть, хотя это на идыше, но это открыто любым другим языкам? Еврейский фольклор есть не только на идыше, он есть на других еврейских языках и нееврейских. И нееврейских языках. На языках страны обитания, скажем так. А можно я за музыку? Я за музыку скажу, потому что еврейский фольклор звучит на разных музыкальных языках тоже. Ведь много есть мелодий, которые пришли в еврейскую музыку, в народный фольклор, в народную музыку, в еврейский фольклор из других культур, так как греческая пришла, некоторые элементы румынской музыки, молдавской музыки, украинской, русской. Есть просто простые
прямые переводы, то есть берется мелодия польская, и она становится идишской песней, а есть и какие-то элементы, заимствованные вот этой вот музыкальной мозаики, определенные ходы в ладах, определенные гармонические ходы. Вот, естественно, вы говорили про мелизматику, про украшение, про орнаментацию. Да. Она ведь нас роднит, во-первых, она роднит музыку светскую, каковой клезморская музыка в основном является. Да. Светскую с музыкой сакральной, с музыкой синагоги, с молитвами. В то же самое время она роднит эту музыку с многими культурами, включая турецкую, включая дальше мы уходим туда в Арабскую, арабские миры, конечно. и чуть не в Индию даже. Азербайджанский мугам. Абсолютно. То есть, и там причем есть очень интересно, можно проследить, как с востока на запад упрощались и модифицировались вот эти вот лады, отношения к ладам, переход к одному устою из другого устоя. Прямая линия, между прочим, есть. Это очень интересно. Но тут как раз я вас хочу еще спросить, поскольку мы говорили о том, что Псой занимается вот профессурой и у него лекции, а у вас хор. Хор славянский. Расскажите об этом коллективе. Да, у меня, можно сказать, два хора, потому что один в городе Брайтон, где я живу, это в часе езды от Лондона, и другой в самом Лондоне. И они у меня частенько вместе собираются, у меня получается 90 человек на сцене. Вау. Ну, правда, 90 у меня всего в списках собирается, 70. Ну, все равно большой хор. Большой хор. Вот, а иногда и по отдельности мы поем. Открыла я его 2 года назад, а до этого у меня были русские хоры. По определенным причинам, именно как русские хоры, их стало практически невозможно здесь вести, но они стали славянскими, и мне открылась дорожка самой изучать песни хорватские, песни сербские, песни украинские, то есть больше материала, чем я изначально знала, такой как бы челлендж для меня, но и народ просто повалил. У меня очень много сейчас людей, британцев, немцев, французов, шотландцев, в том числе и бывших советских наших граждан. Вот. И выступаем с удовольствием, с большим. Приходит публика, покупает билеты. Это мой хлеб с маслом, это мои комьюнити. Это замечательно интересные люди, которым хочется петь что-то нестандартное, что-то другое. Замечательно. Это очень интересно. Короткий вопрос для Псоя. У вас, ну вот Полина приезжает один раз, вы уже много раз вместе выступали, у вас будут какие-то еще совместные выступления, и будут ли у вас сольные выступления здесь? Поскольку вы все-таки в Америке живете, вам не надо лететь через океан. У нас с Полиной в январе был очень интенсивный тур. И это уже 3-й наш такой интенсивный кросс-американский тур, и при этом предыдущий был еще год назад. Мы также пользуемся случаем любым, когда Полина здесь, как вы видите, чтобы выступить вместе. И это замечательный случай, напоминаю, 4 апреля в эту субботу. Пейсах, отмечайте, пожалуйста, это вообще такой подарок, я даже не ожидала, что такое замечательное совпадение произойдет. В 7 часов вечера, Кони-Айленд Эвеню, 2508, 2-й этаж. Поехали. Я очень люблю коллаборативные проекты, так же, как и Полина рассказывала о важности коллаборативных проектов. Да. Это всегда обмен... Совместное творчество. Совместное творчество, обмен опытом, обмен энергией, обмен информацией. Просто душевное, дружеское путешествие. И иногда это происходит и на территории академической, иногда встречается академическая артистическая территория. Много лет уже. И тоже, кстати, наверное, лет 10 или больше мы работаем с Анной Штерншис, историком, профессором университета Торонто, над проектом по сбору, анализу, потом записи и исполнения песен. У вас диск вышел. Один диск вышел в 2019 году, и потом... Это то, что называется «Идиш Глори». «Идиш Глори». Замечательное название, кстати. Это песни, собранные фольклористами под руководством Моисея Береговского, одного из крупнейших советских фольклористов, занимавшихся культурой идиш, и его коллегами,
украинскими, советскими идиш-фольклористами во время... Ну, вообще Береговский... А «Идиш Глори» это компакт-диск, это альбом, как это выглядит? Где это, как это можно приобрести, если кто-то заинтересуется? idishglory.com. Здесь всё. можно купить уже имеющийся диск, но выходит второй. Он выйдет скоро, уже, может быть, в течение месяца. Замечательно. А сольные концерты у вас будут? Сольные концерты у меня бывают. Для меня сольный концерт – это какое-то отдельное событие, что-то очень штучное, может быть, даже в каком-то смысле интимное. И к этому надо долго готовиться, создавать новую программу. Вот Есть так. еще ежегодные программы. Вот мы говорили про Дартмут. Да. Там я, конечно, каждую осень выступаю. В октябре делаю концерт, который называется традиционно temporary dwellings. Временное обитание. Или иногда falling leaves and temporary dwellings. Падающие листья и временное обитание. Иногда это совпадает с праздником Суккот, иногда нет. Иногда это... Но всегда совпадает с потрясающим листопадом, который происходит там в это время. Да. Это столица листопада считается. Конечно, также я стараюсь каждый год делать что-то новое и на фестивале нашем, который мы производим уже много-много лет, скоро уже будет 20 лет, фестиваль «Джетлаг». «Джетлаг» – знаменитый фестиваль, каждое лето происходит. В этом году мы переезжаем, мы будем находиться в районе озера Лейк-Джордж, Кэмп Литл Ночь, и будет «Джетлаг» в августе, 14, 15 и 16 августа. Запомните, 14, 15, 16 августа «Джетлаг». На Гугле точно можно найти и программа, и точное место обитания. Это очень интересно. И вы говорили, у вас где-то в Филадельфии тоже будет сольное выступление скоро? А в Филадельфии концерт будет буквально... Это будет 22 апреля в Суини Паб. Это уже можно найти в интернете, это уже объявляется. Концерт называется «Тыгыдым». «Тыгыдым». Это такие веселые песенки про конец света. Ну вот, веселые да. песни. Вот мы Одну из слушали таких «Будущего песенок нет». вы уже будущего нет. Кстати, когда эта песенка была написана? В 2016, если не изменяет году, память, да. или 17. Да, и хотя она написана, в общем, про как бы семью, вот у нас там нету будущего Только с вами. один куплет про семью. Каждый, там вот есть про вот, мир, про вселенную. Да, вот это такое провидение. Ну, как всегда, поэты всегда провидцы. Полина, какие у вас планы выступлений, кроме вот этого замечательного совместного? Вы знаете как, я вот тоже выпускаю диск, дай бог, к лету он будет готов, сольный в этот раз, и я думаю вот с ним начинать ездить уже в следующем году, но у меня есть много проектов выступлений с хором, у меня есть концерты с оркестром, которого я являюсь руководителем художественным, который летом собирается на 3 недели в Германии, там немецкие молодые музыканты, то есть Германии и из Израиля, арабского и еврейского, там мы собираем вот из этих 3 музыкальных миров ребят, и с ними это импровизирующий оркестр, вот с ними у нас будет выступление в Германии, наверное, 5 выступлений. Где оркестр базируется? Он именно в Германии базируется? Ну, репетируем мы в Германии. Раньше мы ездили в Израиль, сейчас сложно, поэтому мы все съезжаемся в Германии, в одном месте, потом в другом, потом выступаем. Там смешение культур. Вы можете хотя бы примерно сказать? Потому что я знаю, что многие мои зрители, слушатели, они летом как раз ездят, они могут до вас доехать. Caravan Orchestra and Choir. У нас есть веб-сайт caravanорchestra.eu. Вот, нас можно найти Caravan Orchestra and Choir. На моем веб-сайте там все есть. Концерт у нас, скорее всего, по Тюрингии и, может быть, где-то еще. То есть Ваймар точно, Веймар, Лейпциг бывает Дрезден, бывает, в общем, как получится вот в этом конкретном году. Это середина августа, 14, 15, 16 августа. Вот, но у меня еще есть собственный, с мужем я выступлю. То есть много, конечно, концертов всяких. Нынче я буду у вас в Америке, я же с Псоем выступлю, потом быстренько еду, веду воркшопы, сольный концерт даю в Бостоне. В воскресенье следующее, а потом я перелетаю на ту сторону и буду уже в Беркли и в Окленде выступать там с греческой певицей вместе с одной, вот, потом сольно, в общем, много всего разного. На моем веб-сайте есть много всего, да. все ссылки есть. Окей, друзья, я не могу не дать, я выбрала еще несколько песен, но, по крайней мере, одну из них мы точно дадим. Полина поет «Авену Малейну». Как она это делает, по-моему, совершенно замечательно, вы поймете. Поехали.
Да, ну вот тоже нам тоже хочется поаплодировать, потому что это как раз прекрасная иллюстрация того, о чем Полина только что говорила, об вот этом перекрестном воздействии культур, и как это сделано, это просто замечательно. Конец света. Вы хотели что-то добавить? Пришла в голову мысль, что это наша программа, она очень подходит к празднику Песах, потому что она связана с дорогой и переходом. Многие песни идут про это. И, да, странствие, народ-странник, народ, который уходит от своего рабства в свободу, и дай Бог, чтобы нам это все удалось сделать. Я напоминаю, друзья, что программа Псоя Короленко и Полины Шеперд абсолютно уникальная, основанная на программе «Странники», но обновленная, и, естественно, поскольку они оба люди очень творческие, там будет момент импровизации абсолютно точно. Она состоится, пройдет 4 апреля в гостиной Davidson Radio, 2508 Кони-Айленд-Авеню, между авеню В и W, 2-й этаж. Приходите, это будет, должно быть очень интересно и, я бы сказала, вдохновляюще. Полина, на чем вы будете играть? Там есть рояль или у вас будет еще и клавикорд? Обязательно рояль. Если есть красивый, хороший рояль, то я с удовольствием на нем играю, и там есть где развернуться. Очень предвкушаю, как я буду там играть. Да, а вы там никогда еще не выступали? Нет, очень интересно. Да. Там хороший зал, хорошее освещение и очень хорошая публика, поверьте, я ее знаю и люблю, я перед ней сама иногда появляюсь, и это замечательные люди, я просто надеюсь, что они получат, я уверена, что они получат бездну удовольствия. Я там выступал, очень рад вернуться туда. Вот так, тем более. Интересно, вот сейчас такое смутное время, прямо скажем. Что вы находите, что дает вам какую-то опору? В чем? Вопрос каждому из вас. Кто первый? Все задумались, потому что... Вы знаете, это такой большой вопрос, но, между прочим, вопрос, над которым я постоянно думаю, и мы с Пашей в наших путешествиях к нему постоянно возвращаемся, к этому вопросу. Вы знаете, у меня даже какой-то такой лихой задор есть сейчас в том, что вот, за что я сейчас буду держаться-то? Вот еще что-то случается. А за что я буду держаться? И мне очень нравится находить внутри себя и снаружи вот эти точки опоры, и музыка, и совместное творчество, и отклик людей, которые приходят на концерты. Это как бы вот и есть моя самая опора, та самая. И сколько бы она ни длилась, это и будет моей опорой до конца жизни, потому что вот это вот и есть жизнь. Да. Творчество от сердца, из души, честное по-настоящему, которое идет просто из космоса через нас куда-то дальше. Замечательно. А вы что скажете? Я, во-первых, подписываюсь под каждым словом, что сейчас Полина говорила. Да. Я хочу сказать, что эта программа наша, она во многом даже и сами песни про это.
потому что она показывается, как она помогает увидеть дороги не только физические, но и ментальные, экзистенциальные, бытийственные дороги людей и песен, и текстов, и судеб, и помогает быть на связи с людьми, с этими людьми, с их судьбами, быть на связи с теми открытиями в какой-то момент, которые они сделали, а тогда тоже было не всегда очень весело. Если мы посмотрим на историю последних веков, последних 20 веков, последних, мы увидим, что все время было тыгыдым, тыгыдым, тыгыдым. Приходите 22 апреля в Свине, в Филадельфию, тыгыдым. И мы увидим, и что-то вот во всем этом, творчество, союзы, континьюити, продолжение, память, связь, общение, дружба, внимание, некий творческий момент внимательности, который требует, там задачи мастерства требует сосредоточиться и быть в моменте, не халтурить и так далее. Это все уже важно, но за этим, за всем стоит что-то, что я не могу выразить словами. Можно, конечно, попробовать путь, дорога, но это пафосно. Но можно думать еще о том, что дорога – это традиция, это вот как бы вы являетесь носителями, продолжателями действительно традиций, которые 2000 лет. И личный путь. И вот и личный путь. И связь людей друг с другом. Любовь в конечном счете. Да, да. И вот это вот все вместе позволяет жить, творить, надеяться. И при этом одна очень важная деталь, которая есть у обоих моих сегодняшних гостей. Мозги. Ум. Умение думать, умение находить выход из самого безвыходного положения, умение творить. А для этого всегда нужны мозги. И заканчивая нашу программу, я хочу сказать, во-первых, огромное спасибо Полине и Псою за то, что они нашли время с нами встретиться, и просто так интересно мне было. Я сама даже чувствую такое вдохновение от того, что я сегодня услышала, и музыкально, и просто в словах. Но кроме этого, я хочу закончить эту программу, напомнить про 4 апреля, друзья, Дэвидсон радио, Кони-Айленд, Авеню 2508, 2-й этаж, и закончить одной из недавних записей Псоя Короленко, он же Павел Леон, под названием «Песенка о мозгах». Мозги, мозги. Так и называется, мозги. Вот это то, что нам всем очень нужно. Спасибо, поехали. До-мажор это все-таки акме, не правда ли? Я хочу сказать, что следующая песня тоже будет в до-мажоре. И она такая детская песенка, и она тоже из 70-х годов. Но никто ее не знает, потому что я ее сочинил. В детстве, как вы понимаете, из вышесказанного, под влиянием развлекательно-дидактических персонажей, песенник, там, радионяни, веселых уроков и так далее. Первоначально, надо сказать, это была песенка про любовь. Да-да-да. В одном месте я так потом и оставил, вы услышите это. Но я тогда уже как-то знал, что этой темы надо стесняться как-то. И тут же мне кто-то еще объяснил, что главное в человеке это не красота, не сила, даже не усердие, а, что бы вы думали, ум. И я тогда решил заменить слово «любовь» на слово «мозги». Для цниюта. Еще тут есть медвежий мотив из поэмы про это Владимира Маяковского. Есть с тобой цитата из автоэпитафии философа Владимира Соловьева. Владимир Соловьев лежит на месте этом. Друзья, нам пора заканчивать нашу программу. Мы ее заканчиваем записью песни о мозгах. Смысл привычки не имен труду, плоды учения пойдут в трынду, но тем не менее и тем не более учиться надо мозгой вертеть. Мозги такие, мозги большие, мозги огромные, как медведь. Мозги такие,
мозги большие, мозги огромные, как медведь, медведь, медведь.